Председатель правительства Якутии Владимир Солодов в составе выездной правительственной комиссии проинспектировал паромную переправу Якутск-Нижний Бестях. Комиссия осмотрела обустройство причалов, ход погрузки, выгрузки автотранспорта и общее качество оказания услуг населению. Сейчас на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях выполняются перевозки 11 паромами. Конечно, этот вопрос он лежит на стыке не только ведомств, но и уровня управления. В него вовлечены наш муниципальный район, Кигимигино-Кангаласский городской округ Якутск, целый ряд министерств, Министерство транспорта, Министерство инноваций и связи, ценовая наша комиссия РЭК и ряд других. А также большую помощь оказывает ГИБДД в рамках межведомственного взаимодействия. Межведомственная комиссия по контролю за паромной переправой создана и будет функционировать в постоянном режиме. В состав комиссии войдут представители окружной администрации Якутска, Мегино-Кангаласского района, а также все вовлеченные в паромные перевозки через Лену ведомства и стороны. А возглавит ее министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Александр Тарасов. Конечно, придется нам это брать на себя, потому что у нас есть и профильный департамент речного железнодорожного транспорта, и, в принципе, те же методические рекомендации, которые мы давали, и взаимоотношения. Личная проверка обстановки высокопоставленными лицами вызывает у людей доверие и веру в то, что на переправе появится порядок и комфорт. Ну, такое мероприятие, да, у нас впервые, я бы сказал, лично на моей практике осуществляется такая большая делегация и большая рабочая группа с расширенной повесткой, поэтому мы как пионеры всегда готовы. Люди, наше правительство интересуется, чем живут обычные люди, да, какие у нас, может быть, трудности, вопросы. Я думаю, вообще положительно то, что люди, наше правительство интересуется данными вопросами. Я думаю, это хорошо, когда правительство ближе к простым людям, обывателям, так сказать. Здравствуйте. Давайте сфоткаемся. Вы переезда ждете? Да. Долго? Ну, на паром попали. Попали же на паром? Да. Сколько ждали в итоге? Полчаса, наверное. Полчаса? Ну хорошо, нормально, более-менее. Часто ездите туда-сюда? Да. Два больших парома как раз перед нами были, не попали, потом вон два приехали. Часто туда-сюда ездите? Да. Ну, очень бывает с той стороны в пятницу в основном. Сколько в пятницу ждали, когда ехали сюда? Мы во вторник поехали. А во вторник? Это правильно. Потому что очень это правильно. Правильно. Ну, все, спасибо. Ну хорошо, удачи, счастливо. Требования у всех паромов одни, ценообразование тоже, насколько я знаю, насколько я в курсе, у всех одна ценовая сетка. Получается, требования в любом случае у всех паромов одинаковые. Проблемы, в частности, паромных перевозок через Лену, требуют системного подхода. Работа по наведению порядка в этой сфере ведется. Сотрудники ГИБДД совместно с представителями перевозчиков перенаправляют машины на подходящие паромы, обеспечивают порядок и соблюдение дисциплины при погрузке. Он сам определяет, либо он в этот паром заедет, либо он в тот паром заедет. То есть водитель сам решает, да, а водитель просто смотрит, чтобы он не перекрывал хвостом проезд тому. Ну, чтобы не перекрывали выезд. Да. Выстраиваем. Ну, это регулируется вот этими вот как раз буферами, которые установили в этом году. Управлением автодорог Якутска совместно с перевозчиками проведены работы по установке барьерных ограждений при заезде в пределах границ причалов паромной переправы Якутск-Нижний Бестях. В данный момент разграничены транспортные потоки и запущено мобильное приложение Best Паром. Проведена работа по установке новых дорожных знаков. Запланирована установка стационарной камеры, фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В принципе, ситуация на сегодняшний день стабильная. В принципе, разграничены потоки движения транспортных средств, установлены необходимые технические средства организации дорожного движения в виде дорожных знаков. Следовательно, пока такой сложной обстановки не наблюдается, в принципе, на паромной переправе.
Пользователям паромных переправ, водителям транспорта хотелось бы рекомендовать соблюдать очередность и, наверное, соблюдать правила, в первую очередь, дорожного движения. Ну и, соответственно, быть вежливыми. По мнению председателя правительства Якутии Владимира Солодова, главная комфортность и доступность для рядовых пользователей паромной переправы. Все должно быть предельно просто и понятно. Для людей нужно создать комфортную среду, начиная от подъездных путей, заканчивая санитарными точками и кафе. Но вы планируете, что вы сами будете развивать или кому-то в аренду будете передавать? Ну, пока планируем сами. То есть вот эти торговые точки, это вы сами за свой И счет вот делаете? освещение делаем, так, и вот знаки, которые вот эти бетонные сделаны, вот так, разделительные полосы. Поэтому Проект, сегодня проект благоустройства какой-то есть? Ну вот как вообще это все будет выглядеть дальше? ну, мы хотели заказать, опять же, все финансы упирается, там очень большая сумма получилась. На самом деле, конечно, надо было как бы системно сделать проект там, на 5 лет, там, на 10 конечно. дальше, сначала. Пока мы как бы по частями вот так начали. Не, но все равно проект нужно делать, да, потому что проект иначе мы обязательно. начинаем одно, потом другое. Ну, всегда так. Сегодня моя задача была удостовериться в том, как функционирует переправа, готово ли все к пиковому сезону, который, как мы все знаем, наступает в июне в связи с периодом исыхов, в связи с периодом отдыха и летними переправами. В целом могу сказать, что по сравнению с прошлым годом ситуация существенно лучше стала, особенно с точки зрения упорядочивания движения. Мы все помним, что в пиковые периоды переправа является источником конфликтов, раздражений со стороны граждан и, что называется, такого непредсказуемого времени, которое здесь можно провести. Мы не можем мгновенно решить этот вопрос, потому что перевозки носят пиковый характер, и, к сожалению, в пятницу вечером из Якутска и в воскресенье вечером в Якутск большое количество людей одновременно хотят переехать через реку, и просто паромы физически не справляются. Что мы делаем для решения этой задачи? Первое, это уже сделано, разграниченные потоки. Мы видим вот прямо за мной сотрудники ГИБДД, представители перевозчиков перенаправляют потоки по машинам, по паромам, которые подходят, и обеспечивают порядок и соблюдение дисциплины при погрузке. Второе. Мы будем сейчас активно информировать людей по тому прогнозируемому времени, которое придется провести в очереди в тот или иной период. Если вы приезжаете в 6 часов вечера на паромную переправу, вам придется ждать 2 часа, условно говоря. Если вы приедете в 9 вечера, вы проедете за 30 минут. Тем самым будем стимулировать и разгружать вот эти самые часы пик. Это тоже позволит решить ситуацию. Ну и третье, мы уже запустили информационный сервис, приложение Best Parom. Сейчас пока в него загружено одно приложение, один только перевозчик, но вот мы уже договорились, что в ближайшее время 2 других перевозчика свои данные предоставят, и оно будет работать для всей переправы. Но уже сейчас вы можете в онлайн-режиме посмотреть, какой паром куда подходит, когда отправление следующего парома, и сориентироваться по оптимальному движению. Эти меры позволят нам обеспечить перевозку между Якутском и Нижним Местяхом в максимально комфортном, быстром и приемлемым для граждан режиме. Ну и хочу еще раз напомнить, что мы также отслеживаем, чтобы ценовая политика была приемлемой для граждан. 3 года не повышались цены на паромы, они остаются теми же самыми. 120 рублей для пассажира, 340 рублей для легкового автомобиля. Все это также останется, никаких повышений цен не будет. При том, что, конечно, большую работу нам предстоит сделать. Это уже такая планомерная на следующие 5 лет она будет выставлена по благоустройству территории. Вы правы.
правы в том, что нам еще много предстоит сделать, чтобы научиться работать как одной командой. Но я одновременно могу сказать, что существенная работа уже проведена. И я действительно лично занимаюсь этой проблемой, потому что я просто понимаю ее значимость. Я понимаю, что жителей Якутска и окрестных районов в летний период, наверное, одна из наиболее важных для них задач. И сейчас, в прошлом году я лично проводил совещание. Я могу сказать, что то, что мы сейчас видим, это уже большой шаг вперед. Но дальше, как я уже отметил, будет создана постоянно действующая межведомственная комиссия под руководством министра транспорта. В нее со всем пониманием уже согласились и так проактивно даже инициировали создание, я могу сказать, и Сардана Владимировна Аксентьева, и глава Мегино-Кангаласского района. И я уверен, что мы эту работу отладим, и она будет в полной мере соответствовать потребностям граждан. Но я с чем-то с вами абсолютно согласен, что нам, как органам власти, нужно учиться работать не исходя из наших зон ответственности и из нормативных, и не только из нормативных документов, а исходя из потребностей людей. Мы должны смотреть, что нужно нашим гражданам, и исходя из этого договариваться уже. Дальше это все на нашей стороне должно происходить. Дальше гражданин не должно волновать, кто за что отвечает. Наша задача всем вместе предоставить сервис. И я думаю, что мы с этой задачей справимся. Мог бы быть простой вариант взять, закрыть сейчас всех перевозчиков и создать одного государственного перевозчика. Но я не считаю его правильным. Я считаю, что бизнес должен развиваться, и это тоже рабочие места, это тоже возможности. Мы видим, что перевозчики вкладываются серьезно развиваются за эти годы. И самое главное, показывают конструктивные отношения и готовность сотрудничать и взаимодействовать. Хотя, конечно, они конкуренты друг с другом. Вот. Я думаю, что это залог того, что мы то самое межведомственное взаимодействие, о котором вы говорите, сможем наладить. Стратегическая задача правительства республики – построить мост через Лену. Но даже если этот вопрос решится сегодня, на проектирование и строительство уйдет не 1 год. А людям нужно жить и переправляться сейчас. Каждую неделю телепрограмма «Точка взаимодействия» во вторник и четверг в 21:15 и в субботу в 14:15 на телеканале «Россия-24» вся Якутия. На YouTube-канале «Округ ТВ» вы можете увидеть то, что пропустили.